проблемы вас волнуют как гражданина, человека? Ой, я даже не знаю, какие. Проблем много всяких разных. Дороги. Налоги только. У нас своих проблем. Нельзя говорить. Почему? А? Почему? Законодательство такое. Да много проблем. И все волнуют. Маленькая зарплата. Для меня, как для студента, более актуальный рост цен. Вы знаете, доброты не стало в людях. От всего этого и терроризм, и все остальное, и экология. Вот это, я бы сказала, больше всего волнует. Недвижимость, наверное, в первую очередь. Жилье дорогое, очень дорогое. Все хорошо, все нормально. Дороги у нас плохие. Пробки на дорогах и все. Наверное, проблемы с ЖКХ очень тревожит. Экология, конечно. Ну, сейчас вот обстановка в мире тоже тревожит. Чем? Ну, опасно, с Сирией сейчас проблемы. Чиновники наши работают строго по правилам. Вот сейчас как раз иду от органов опеки. Говорю, говорит, а мы это не хотим нарушать закон. Говорю, а есть работа строго по правилам, по инструкциям, есть форма саботажа, классик сказал. А вот, не хотят. Вопрос жилья. Молодые не могут купить жилье, да. Старики, которые... Я как медицинский работник тоже никакого жилья так вот никогда не получу, потому что я средний медицинский работник. Нас никогда не ставили в очереди, нам не давали квартиры. Вот. Молодежь тоже не может себе купить жилье, если им не помогут родители, да. И вот эта проблема жилья всегда выносит какие-то проблемы семейные, соответственно, проблемы идут везде. Ничего не волнует, наверное. Все уйдем, улыбаемся, нам все нравится. ЖКХ, экология. Ну, терроризм как-то довольно далеко от нас, может быть. Хотя тоже, почему же нет? Проблема что? Чтобы добавили пенсии. И чтобы в магазинах меньше было цен, как говорится. А это как обычно бывает. Пенсию дали, в магазинах уже цены выросли. Ну, наверное, недостаток того, что тяжело выживать молодым семьям. А также тяжело, наверное, пенсионерам, у которых достаточно маленькие пенсии, да? Работа в здравоохранении, наверное, больше там проблем меня беспокоит, потому что я с этим сталкиваюсь непосредственно. Но там многое что перечислять, то что организация, может быть, сама не очень как-то вот надо, может, что-то менять. Как бы все сыро, автобусы маленькие, тесные. Один садится, второй уже не влезает. Постоянная давка. По-моему, у нас проблема молодежи, подрастающее поколение. У молодых, как вы, которым 20 лет. Потому что надо и проблемы жилья, проблемы учиться, если платно. Поскольку у меня маленькие дети, проблемы столкнулись мы с садиком, когда пошли, были большие очереди. А вторая проблема сейчас со школой в связи с новым законом. Потому что детей берут только по прописке, а у нас получилась ситуация, что школа, которая к нам ближе, мы по прописке к ней не относимся. Вот ситуация, что ребенок старший ходит в одну школу, а второй ходит в другую школу. Мне хочется, чтобы наконец-то в России промышленность начала развиваться, а не только газодобывающая. Вообще никакие, жизнь изумительная. Вас все устраивает? Все Все хорошо? у нас все классно. Кредитов никаких, долгов никаких. Чего не жить-то нам, пенсионерам? Лишь бы не было войны.